Это новости экономики на Якутии-24, в студии Иван Лазаренко. Правительство, Ростех, Росавиация, ВТБ и Сбербанк обсуждают вопрос создания и развития на Дальнем Востоке новой авиакомпании. Такое предложение появилось после поручения премьер-министра Дмитрия Медведева решить вопрос субсидирования авиарейсов на Дальний Восток. Сейчас для увеличения доступности таких рейсов применяются плоские тарифы. О необходимости создания регионального авиаперевозчика с использованием самолетов исключительно российского производства заявлял на полях 5-го Восточного экономического форума в сентябре постпред президента России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев. Цена на нефть не падает, деньги у государства есть, поэтому налицо все условия для рассмотрения этого вопроса в следующем году, отмечают участники дискуссии. В планах производства лайнера «Сухой Суперджет-100» в 2020 году выпуск 20 бортов, а с 2021 года возвращение на уровень 30 самолетов в год. Об этом заявили в Объединенной авиастроительной корпорации. Это несмотря на то, что за текущий год «Сухой Суперджет» полностью провалил продажи. Получить деньги удалось только за один самолет, хотя в начале года производитель рассчитывал реализовать 20 бортов. Отмечается, что до 2024-2025 годов компания намерена произвести только на внутренний рынок порядка 150 лайнеров. Кроме того, самолетом интересуется Турция. Речь идет о контракте на 10 самолетов, так называемый мокрый лизинг, когда в эксплуатацию борт передается вместе с экипажем. В 2020 году стартует второй этап реформирования системы ОСАГО. Главная новость заключается в индивидуализации расценок. Для виновников аварий полис будет обходиться существенно дороже. Экспертное сообщество ждет подорожаний страховых договоров для всех водителей. По статистике Российского союза автостраховщиков, более 70% аварий сегодня устраивают всего 5% водителей. Автовладельцы, словно по правилу круговой поруки, по сути вынуждены из-за горя водителей переплачивать за полис ОСАГО. Данная реформа призвана эту несправедливость устранить. Якутский мамонтовый центр провел тестовый электронный аукцион по торговле бивнями мамонта, сообщил председатель правительства региона Владимир Солодов. Ранее глава Якутии А.С.Н. Николаев отмечал, что надеется на принятие в 2020 году федерального закона об останках мамонтовой фауны, который позволит легализовать на территории России торговлю бивнями. Предполагается, что добытчики смогут сдавать бивни в центр и получать всю стоимость за вычетом небольшого процента, который будет идти на функционирование аукционного дома. Также при желании жители могут сами участвовать в аукционе. Ежегодная добыча бивней мамонта в Якутии, на территории которой находится более 70% обнаруженных останков мамонтовой фауны, составляет около 100 тонн. При этом до 30 тонн добывается незаконно. Власти региона выступают за регулирование отрасли на федеральном уровне и на протяжении нескольких лет добиваются принятия закона о мамонтовой фауне. Рыночная стоимость бивня мамонта весом в 50 килограмм составляет около 15 тысяч долларов. Нюрбинский горнообогатительный комбинат признан самым экологичным подразделением компании «Алроса». По итогам конкурса «Эколидер-2019» он набрал 4,66 балла из 5 возможных. В группу лидеров вошли Удачнинский горнообогатительный комбинат, Управление материально-технического снабжения и Вилюйская геолого-разведочная экспедиция. Конкурс «Эколидер-2019» проводился среди структурных подразделений компании «Алроса» и был нацелен на выявление самого экологичного подразделения и ответственного производства. В конкурсе приняли участие все подразделения «Алроса», расположенные в Айхале, Удачном, Мирном, Ленске, Усть-Куте, Иркутске и на Накынской площадке. Победители конкурса получили от экологического центра «Алроса» почетные грамоты и денежные премии 100, 70 и 54 тысячи рублей. План мероприятий дорожной карты по реализации стратегии финансовой доступности в Якутии подписали накануне первый зампред правительства республики Алексей Стручков и управляющий отделением Национальным банком Дальневосточного управления Центробанка России Антон Коноплев. Стратегия ставит перед собой две основные цели. Во-первых, это повышение качества и скорости предоставления финансовых услуг для всех категорий потребителей, имеющих стабильный доступ к интернету и дистанционным цифровым финансам. Второе – это обеспечение приемлемой доступности к базовым финансовым услугам, кредитованию, денежным переводам, платежам, сбережениям и страхованию, а также последовательный рост качества и доступности финансовых услуг для тех групп населения, которые сегодня не имеют полноценного доступа к инструментам финансового рынка. Кроме того, в рамках соглашения между Минфином Республики с отделением Национальным банком Дальневосточного управления Центробанка России проводится работа по повышению финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в регионе. На этом у меня все. Оставайтесь в курсе экономических событий на Якутия-24.